Абхазия периодически попадает в рейтинги наиболее посещаемых курортов среди россиян. О том, как проходит курортный сезон 2023 года, какие тенденции его отличают, подробнее будем говорить с министром туризма Абхазии Тимуразом Хишпа. Итак, наверное, начнем с поездок по районам. Вы перед началом сезона объездили все районы. Это такой, можно сказать, новый формат. Давайте про него поговорим, подведем итоги. Что дает вот такой формат? Будете ли вы его дальше продолжать? Спасибо, Нала, за вопрос. Обязательно будем. Министерство считает это правильным, потому что вся Абхазия целиком, полностью интересна нашим потенциальным гостям. Она многообразна. Абхазия и от границы, от реки Ингур до реки Псов, это достаточно интересное направление для любого туриста. И в этом году мы начали свою работу по подготовке к туристическому сезону именно с города Гал. И я считаю, что это очень интересное в будущем направление. Во-первых, там прекрасная природа. Это очень недооцененный район, на мой взгляд, Абхазии. Вы знаете, что в процессе нашей поездки мы посетили так называемое Гальское море, это водохранилище, откуда идут сбросы Ингургеса. И сама Ингургес, сама эта станция, мне кажется, заслуживает особого внимания. До недавнего прошлого эта станция была крупнейшая в Европе. На данный момент она крупнейшая на всем Кавказе. И я считаю, что это и было отмечено во время нашей поездки, что сама станция Ингургес – это шедевр инженерной мысли. И я уверен, что людям было бы интересно посмотреть и провести экскурсию по данной станции. Что касается Гальского моря, я уже отмечал что в советское время это не только была база всесоюзного значения для байдарочного спорта, она и была местом проведения чемпионатов Советского Союза по этому виду спорта. И я считаю, что там прекрасная природа, прекрасные возможности не только для любителей байдарочного спорта, но великолепные возможности для любителей рыбалки, спортивной рыбалки. И я думаю, самые большие перспективы у этого района есть. Дальше мы отправились в город Ачамчира и в город Кварчал. Хочу особо отметить этот Кварчал. Это наш город, город-герой. Вы знаете что этот город особо пострадал во время Отечественной войны народа Абхазии. И сегодня я считаю что есть все предпосылки для того, чтобы развивать Кварчал и Кварчальский район в целом. На мой взгляд, на наш взгляд, министерство, это такая абхазская Швейцария. И мы поднялись сюда и на водопады, там водопад Ирина и водопад Святой. И мы были удивлены, что несмотря на то, что наша комиссия работала в мае, небольшие группы отдыхающих с удовольствием поднимались на эти водопады. Там достаточно приемлемые цены для любого контингента. Ну и, конечно, великолепная природа. Что касается города Ачамчира, это, на мой взгляд, из этих троих районов, наверное, на данный момент тот район, который сделал самый большой шаг вперед. Это, безусловно, заслуга руководства района в лице Беслана Владимировича Бигвава. При большой поддержке президента республики город Ачамчира в правильном направлении развивается. Он находится на берегу моря. Эти пляжи ничем не уступают пляжам города Гагра, Афона, Сухом. И мы знаем, что в недавнем времени там был открыт крупный туристический объект, и он уже работает. И я думаю, в самое ближайшее время, в ближайшие несколько лет Ачамчира займет свое достойное место среди самых популярных курортов нашей республики. Ну, действительно, на пути развития Ачамчира как раз сейчас находится, и вполне возможно, что новые маршруты туристические уже в ближайшее время появятся. Про Ингургес вы говорили, про Галское море вы говорили. Вы знаете, после нашей поездки было дано поручение
национальной туристической компании, государственной компании сделать все возможное, чтобы возить людей на территорию Гальского района, на территорию Ткварчальского района. Почему? Потому что, я думаю, мы не должны жить в прошлом и говорить то, что Гальский, Ткварчальский район – это такое, знаете, депрессивное место, где такого рода приграничная зона и так далее. Нет, Абхазия едина, она в своем, еще раз смотрю, многообразии может удивить самого такого изысканного туриста. Почему? Потому что сегодняшние тенденции в мире туризма, они очень сильно отходят от тех, которые были 10 лет тому назад, даже 5 лет тому назад. Люди хотят больше спокойствия, люди хотят видеть больше девственную природу. И в этом смысле наши восточные районы имеют огромную перспективу. А в целом, если на туризм в стране посмотреть, вот как страна туристическая, куда мы развиваемся, какой все-таки вид отдыха больше нам подходит, на что делать упор, на ваш взгляд? Это семейный, возможно, отдых? Вы знаете, я скажу так, что в каждом районе особые прелести. Но мне кажется, нам нужно делать особый акцент, я имею в виду вообще стратегию развития туризма, акценты. Это возможность развития республики с позволением решения тех вопросов, тех необходимостей, тех потребностей, которые сегодня есть, но при этом не лишая последующие поколения удовлетворять свои. То есть оставить возможность для развития и будущим нашим поколениям. К чему я это говорю? Особый аспект должен стоять на экологии нашей республики. Мы должны обязательно сохранить ту особую природу, в принципе, прежде всего, из-за которой сюда и едут. Если мы говорим сегодня о ближайших регионах, то это все-таки туризм, так называемые каменные джунгли. И иногда человек не понимает, где он находится, в Сочи, в Египте или в Турции, потому что своего рода такая резервация, они за большой стеной находятся, и одинаковый сервис. Вот этому нам нужно поучиться. Я имею в виду работа-сервис, работа с линейным персоналом. Нам есть куда расти. Но самое главное, это наша природа, это многообразие наших традиций. И я думаю, в этом смысле мы должны, вот в этом контексте мы должны сохранить, чтобы каждый наш гость, каждый наш турист уезжал отсюда с таким незабываемым ощущением великолепной абхазской природы и в особенности с великолепным ощущением абхазской культуры. Я думаю, это вот залог успеха, это сохранить то, что у нас есть. В смысле развития мы, конечно, должны делать ставку на сервис, на простые и самые важные такие условия, как вода, свет, дороги. На первом месте это безопасность наших гостей. Это, безусловно, стоит таким самым главным пунктом для отдыха наших гостей. А вот в смысле вот такого глубинного стратегического развития, я считаю, мы должны сохранить именно особую природу нашей республики с особым абхазским традиционным духом. Это и привлекает наших гостей. В продолжении мысли о том, как вообще развивать туристическую отрасль, я бы хотела привести цитату главы Минэкономразвития России Максима Решетникова, который недавно посетил Абхазию. Вот что он сказал. Люди уже поехали, но задача следующего этапа – повысить уровень, качество, и в каком-то смысле после этого можно просить честную цену. То есть тут говорится, что все-таки надо нам подтягиваться, нужно сервис повышать, и потом появятся и деньги уже дополнительные. Министр межэкономразвития Российской Федерации господин Решетников, безусловно, прав. Туризм – это постоянное движение, то есть мы не должны находиться в стагнации и ожидать, что к нам постоянно будут много людей приезжать. У нас достаточно серьезная конкурентная среда, что из Запада, что с Востока, что и тем более через море. Это естественно, и он абсолютно прав. Но прежде чем говорить о таких вещах, как сервис, а это, безусловно, важно,
я считаю, три самых главных аспекта. Это безопасность наших гостей. От этого очень зависит работа Министерства внутренних дел. Это вопросы границы. Я надеюсь, наши российские коллеги нам будут содействовать и помогут быстрее решить, упростить переход границы между Республикой Абхазия и Российской Федерацией. И вторые два пункта, которые я уже говорил, это сохранение экологии Абхазии и предоставление в наилучшем, в правильном виде абхазской культуры. Я думаю, три аспекта: безопасность, экология и культура должны стать вот тремя китами, на котором должен стоять наш туризм. Все последующее, имеется в виду сервис, новые гостиничные комплексы, улучшенные качества номеров и так далее, я считаю, это идет четвертым и пятым пунктом. Прежде всего, это безопасность, экология и абхазская культура. Ну, а сейчас как раз мы в разгаре туристического сезона. Как вы оцениваете, как он проходит? Судя по отзывам вот некоторых людей, у нас были завышенные в каком-то смысле ожидания. Это не касается, кстати, крупных отелей, а вот именно в частном секторе жалуются, что были завышенные ожидания. Ну, я, как и в прошлом году, к сожалению, должен сказать, что наши ожидания были достаточно правильными, но есть вещи, которые невозможно учесть. Прежде всего, я имею в виду, что в мае месяце этого года было 24 дня, когда шел дождь. То есть 24 дождливых дня. О чем это говорит? Наши гости, например, экскурсанты одного дня, которые приезжают к нам с курортов Краснодарского края, чтобы посетить наши главные достопримечательности, естественно, смотрят, какая погода в тот или иной день, и отказываются от экскурсий. Ничего там удивительного нет. Между прочим, то же самое было, к сожалению, в прошлом году. В этом году, еще раз повторюсь, в мае было 24 дождливых дня. И это, естественно, сказалось на том, что нас немного посетило меньше в мае, чем в прошлом году. Но на данный момент могу вас заверить, что июль месяц, вот начало июля, вот сейчас именно в те минуты, пока мы с вами говорим, мы выходим на максимальные показатели. И у меня нет сомнений, что этот год будет не хуже, чем сезон 2022 года. Будем надеяться, и выводы, конечно, нужно делать уже в конце сезона, пока рано анализировать весь сезон, но мы пока говорим о начале, действительно, погода тоже внесла, наверное, свои коррективы. А в целом, вот если о сезоне говорить, какие тенденции, на ваш взгляд, отличают этот год? Ну, я бы хотел особо отметить два туристических объекта, которые мы посетили, и мне кажется, это абсолютно правильное, абсолютно верное такое направление, к которому нам нужно стремиться. Прежде всего, я хочу отметить, на мой взгляд, особенный туристический объект в селе Дзыгуда Сухумского района, проект, который был воплощен компанией «Гаруда» вместе со своими партнерами Интурист Групп, это глэмпинг-отель. Глэмпинг-отель на большой территории достаточно раскинулись, скажем так, фешенебельные палатки, а глэмпинг это высокого уровня, высокого качества, но это все равно палатка. То есть внутри это как номер в отеле, а внешне это палаточная форма, ткань на свежем воздухе, чистая природа и так далее. Хочу отметить, что село Дзыгуда находится где-то в 25-30 минутах езды от моря. Но тем не менее, этот отель, этот комплекс пользуется огромной популярностью. Это очень важно подчеркнуть. Я считаю, что если мы пойдем в этом направлении, я имею в виду особенно горные наши места,
горные массивы, Восточная Абхазия. Мы при этом не ухудшаем экологическую составляющую нашей республики, но при всем при этом мы уже сегодня с уверенностью можем сказать, то, что есть люди, которые хотят отдохнуть от суеты, от машин, от разного рода торговых незаканчиваемых точек, даже от моря. Они хотят просто в спокойных, хороших условиях отдохнуть на природе. Что нельзя не отметить при этом, при всем, цены в такого рода комплексе, как Гаруда, не сильно отличаются от цены от хорошего отеля, который находится на берегу моря. Пляжного отдыха, да, действительно. То есть в пик сезона, если я не ошибаюсь, там стоит 8 тысяч ночь. За 8 тысяч можно в любом районе Абхазии прямо на море снять отель. Но, тем не менее, люди же едут туда, и владельцы этого отеля сделали все возможное, чтобы людям было комфортно. Они в горах сделали бассейн, они сделали там великолепную баню, сауну, ну и сами номера внутри ничем не отличаются от хороших номеров в отеле. Но они находятся в Сухумском районе, в селе Дзыгуда, в 30 минутах езды от моря. Это о чем-то говорит. Это новые тенденции. Мы должны понимать, что люди не всегда хотят отдыхать в шумных компаниях, под шумную музыку, на море и так далее. Некоторые люди хотят отдохнуть сами собой наедине. И проект Гаруда это подтверждает. Действительно, еще несколько лет назад вообще сложно было представить что-то в Абхазии, кроме пляжного отдыха. Я думаю, за этим стоит будущее. За этим будущее. И вот отвечая на ваш вопрос, второй аспект. Мы об этом говорили давно и 10 лет тому назад, что есть определенного рода стратегические туристические объекты, которые нужно восстанавливать. И мы сегодня можем сказать, что благодаря инвестициям, благодаря бизнесменам была восстановлена Гагринская больня-лечебница. Это уникальный комплекс. Там более 40 ванн. В советское время она работала круглый год. Туда приезжали в сутки в летний сезон 1500 человек. Зимой 800 человек. Вы понимаете, какое это было подспорье для экономики города. Сегодня этот комплекс полностью восстановлен. Мы, между прочим, когда проводили инспекцию в городе Гагра, обязательно, естественно, зашли туда. Все сделано на высшем уровне. Сама скважина, которая действовала, она еще с середины 20 века. Вот глубина скважины Гагринской больнолечебницы 2999 метров. Почти 3000 метров под землю. Это обусловливает высокого качества сероводород. И сегодня туда прекрасно ходят наши гости города Гагра, любые, вне зависимости, живут они в отеле, либо в частном секторе. Я хочу даже подчеркнуть то, что в этом году была такого рода акция. Мы предложили, чтобы наши ветераны Отечественной войны народа Абхазии посетили данную больнолечебницу, прошли необходимые процедуры. И вот после того, как мы узнали, кому можно, кому нет, чтобы не было противопоказаний, сегодня мы получаем радужные отзывы, благодарность, то, что люди мучились болями 20-25 лет, и после прохождения этих процедур эти боли прошли. Я к чему это говорю? Это реально работающий оздоровительный центр, и он сегодня стоит на первом месте, по крайней мере в городе Гагра, из всех объектов, которые могут увеличить сезон, продлить его точнее. Самая главная задача наша, если мы продлим на месяц, на 2 сезон, это, естественно, скажется на экономике нашей республики. Естественно, это будет связано с мультипликативным экономическим эффектом, значит, повысит уровень жизни наших граждан. Я думаю, это основная задача руководства республики. Спрос на оздоровительный туризм действительно есть. Вот на примере Гагарской больнолечебницы это можно, кстати, констатировать.
А в целом, как вы думаете, если разделить, зонировать, так сказать, территорию Абхазии на зоны для более дорогого отдыха, для оздоровительного отдыха, как вы к этому относитесь? Восточная Абхазия пока что, судя по всему, это такой сегмент средний, для среднего класса больше. Гагра с отелями более высокого уровня. Или вы против вот такого деления на районы? Вы знаете, я, естественно, как госслужащий против вообще любого рода деления на богатых людей, на бедных, на дешевую продукцию или богатую. Конечно, я против этого. Но в то же время мы понимаем и мы знаем историю. Например, город Гагра долгое время, в советский период времени, был особой зоной, потому что здесь были особые пансионаты, которые подчинялись разным министерствам, ЦК. Можно я одну правку сделаю? Почему я вообще спрашиваю? Я извиняюсь, вот перебиваю, но мы продолжим обязательно эту мысль. Например, дорогие отели, инфраструктура должна быть соответствующей. Средние отели, другая инфраструктура, другие виды развлечений, другие магазины. Поэтому, может быть, в этом смысле иногда оправдано вот такое отделение. Ведь в некоторых странах есть вот дорогие курорты, есть курорты для среднего уровня. Вот поэтому нам стоит вот по такому пути идти. Вы знаете, вот это такой очень сложный вопрос, но я думаю, надо с чего-то начинать. И сегодня, если мы говорим прежде всего о Восточной Абхазии, я считаю, о ней надо говорить больше всего, то мы должны пойти по пути меньшего сопротивления. Мы должны с чего-то хотя бы начать. Пусть это будет средний уровень или ниже среднего, потому что в процессе бизнесмены, предприниматели будут накапливать капитал и, естественно, улучшать уровень тех или иных объектов. Если сказать откровенно, та же Гагра, которая сегодня ассоциируется с более таким дорогим курортом и так далее, после военные годы очень тяжело начинала свой путь. Несмотря на то, что здесь стояли значит, эти санатории и так далее, но мы тогда были рады любому отдыхающему. И мы его по-особенному тогда встречали. И цены были намного ниже, чем в Сочи. Сегодня ситуация, слава богу, изменилась, но эта дорожка уже протоптана. Я думаю, нам нужно начинать в Восточной Абхазии хотя бы с чего-то. Это раз. И второе. Мы возвращаемся к объекту Гаруда. Ни территориально, ни географически, ни природно. Да? Он не отличается ни от города Гал, ни от Ачамчири, ни от Кларчала. Там тоже нету моря. Но, тем не менее, потребность на этом мы поняли, что есть. То есть, мне кажется, все зависит от тех или иных обстоятельств. Сегодня туристический бизнес, сегодня сегмент вообще туризма, он абсолютно многообразен. Сегодня мы можем построить фешенебельный отель 5 звезд, которого у нас нет до сих пор в Абхазии, хочу подчеркнуть, в городе Гагра за 300 тысяч в сутки. И мы можем построить глэмпинг-отель в Гале, в городе Гал. Но мы найдем и для города Гал потребителя, и для города Гагра. И вот в этом смысле Гаруда особый пример. Еще раз подчеркну. Цены Гаруда, глэмпинг-отели не ниже, чем в отелях на берегу города Гагра. Но они же находят свою клиентскую базу. То есть спрос вот на такие новые виды туризма, они есть. Спасибо. Да. Спасибо вам большое, что уделили время, ответили на наши вопросы. О турсезоне 2023 года, какие тенденции его отличают, говорили с министром туризма Абхазии Тимуразом Хишба. С вами был «Посредник». Диалог с властью о том,